В тотальном диктанте по гагаузскому языку в 2021 году приняли участие 461 человек. Возрастные рамки участников были не ограничены. Сегодня в рамках нашего финального мероприятия мы подвели итоги этого диктанта и наградили победителей. У нас в рамках первой категории 13-19 лет есть 2 третьих места, 1 второе место и 2 первых места. Это наши учащиеся и студенты колледжа имени Михаила Чакирмунтепе Камрат, которые заняли места. И вторая категория взрослые, то здесь у нас 4 места, 2 педагога на 2-м месте, 2 педагога на 3-м месте, 1 человек на 2-м месте и 1 человек, 1 педагог из Копчакского лицея имени Бориса Янакогла на 1-м месте. Это Светлана Антоновна Тодорова. Сегодня мы их наградили, вручили им дипломы, денежные премии. Учащаяся лицея имени Федора Яниогла села Чокмайдан Елена Арнаут заняла 1-е место. Елена не первый раз принимает участие в этом диктанте. Она гордится тем, что заняла 1-е место. Для меня гагаузский язык – это что-то святое. Это, во-первых, связано с семьей, потому что у нас в семье все говорят на гагаузском языке, и это традиция. И даже сейчас для меня странно говорить на празднике гагаузского языка на русском, но тем не менее скажу, что диктант очень важен на самом деле. И с 1-го года, как появился диктант, я участвую. И для меня гордость, что я заняла 1-е место. Ученик лицея имени Савелия Экономова села Итули Александр Колесников в тотальном диктанте занял 3-е место. Любит активный образ жизни, постоянно проверяет свои знания посредством таких конкурсов. Любит свою родину и родной язык. Гагаузский язык – это моя гордость. Я когда разговариваю на этом языке, я горд. Даже если я общаюсь с иностранцами на этом языке, как сказать, я горд, что я гагауз, я горд, что я здесь родился. Итоговое мероприятие проходило на гагаузском языке. Дети читали стихи, пели песни на родном языке, получили дипломы и памятные призы за популяризацию и развитие гагаузского языка. Марина Топал, Андрей Лещинский, Мария Казак, УГРТ Новости.